Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с действиями США и других стран. Якутяне поддерживают решение президента. Паниковать не стоит. 36 стран закрыли воздушное пространство с Россией. Узнать всю полезную информацию можно по организованным в стране и Якутии горячим линиям. Письмо к якутской интеллигенции. Общественность готовится отметить сразу две знаменательные даты. Связаны они с жизнью и трудами Алексея Кулаковского. Президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с действиями США и примкнувших к ним стран. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В преамбуле уточняется, что указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан России и российских юридических лиц. Кроме того, перечисленные в документе меры применяются в целях защиты национальных интересов России и в соответствии с федеральными законами. Народные депутаты республики поддерживают решение Владимира Путина и призвали якутян сплотиться на фоне событий в Донбассе. Председатель постоянного комитета Госсобрания ЛТУМН по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев в своем комментарии о происходящих событиях сказал, что все действия России по проведению спецоперации согласованы законодательным органом страны. Якутянам надо поддержать решение Совета Безопасности Российской Федерации, решение президента Путина Владимира Владимировича. И, конечно, приложить все усилия, чтобы оказать помощь Донецкой национальной республике и Луганской национальной республике в случае прибытия беженцев в республику Саха-Якутия. 36 стран закрыли воздушное пространство с Россией. В основном это государства Евросоюза, а также Канада и Великобритания. Наши соотечественники, оказавшиеся на территории этих стран, сейчас переживают, что не смогут попасть на родину. Паниковать не стоит. МИД России совместно с Ростуризмом и Росавиацией работают и составляют списки граждан, которым нужно покинуть тот или иной субъект. Для обращения работает горячая линия 8 495 587 8860, а также приложение «Зарубежный помощник». Круглосуточный телефон МИДа России 8 495 695 45 45. Для якутян Министерство по внешним связям республики также подготовило горячую линию. Обращаться можно по телефону 8 800 160 59. Также специалисты рекомендуют воздержаться от поездок за границу и по возможности перенести поездку на более благоприятное время. Паниковать не стоит. Сейчас работает горячая линия по линии Министерства иностранных дел России, Ростуризма и Росавиации. И вот эти наши три ведомства, они курируют вывоз граждан, формируют списки. И после формирования списков будет составляться график вывоза наших граждан с этих территорий. Что касается якутян, на данный момент к нам Министерство по внешним связям, делам народов такой информации пока не поступало, но мы все равно мониторим ситуацию. Далее смотрите брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем Николаевым режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции продлен в республике до 1 апреля 2022 года. При этом, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо обратить внимание на снятие ряда ограничений, установленных указом главы. Основанием для снятия этих ограничений является прежде всего та санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая характеризуется последние 3 недели в сравнении каждой из недель на территории республики. В связи с этим предлагается, указом главы республики устанавливается, что зрительные залы в театрах, кинотеатрах, домах культуры могут быть заполнены на 75%. Должны соблюдаться меры, также которые связаны с дистанцированием.
В городе Якутске открываются фудкорты, аттракционы, детские игровые комнаты, также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Снимается ограничение по времени работы предприятий общественного питания. Массовые мероприятия проводятся до 75% от вместимости помещения. Допускаются они при условии допуска граждан с QR-кодами или отрицательным ПЦР. Массовые мероприятия республиканского значения согласовываются с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что данные ограничения, еще раз обращаю, делаю акцент, снятие этих ограничений, оно связано со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. За последние сутки у нас госпитализировано 63 человека, что составляет 6,9% от общего числа выявленных случаев за сутки, 912 случаев. С учетом того, что лечение в стационарах на 1 марта проходит у нас 9,6% больных, в амбулаторных условиях лечится 94%. За сутки выздоровело 450 гражданина. До 20% случаев связаны, тем не менее, со штампом Дельта, которые вызывают тяжелые формы заболевания. В связи с этим все больницы республики настроены на работу, в том числе и с тяжелыми больными. Я не устаю повторять, но все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Поэтому в республике продолжается как вакцинация, так и ревакцинация. И, соответственно, вакцинация как защита от новой коронавирусной инфекции является способом, прежде всего, создания коллективного иммунитета, который позволит нам иметь здоровое поколение. На настоящий момент ревакцинацию у нас прошли 143 737 человек. Это 60% от общего количества лиц, у которых наступил срок для ревакцинации. Продолжается в республике как детская вакцинация, так и вакцинация взрослого населения. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее. В Алекминске торжественно открыли год гражданских инициатив. Самые интересные идеи собрала воедино Елена Фаст. 2022 год в городе Алекминске объявлен годом гражданских инициатив. На церемонию открытия приглашены жители города, которые всегда в центре благих дел. В феврале 2022 года Общественным советом города инициировано учреждение знака «Золотые проекты Алекминска». Первые знаки торжественно вручили тем людям, которые уже реализуют проекты. Идей много, появляются и новые имена, готовые воплотить их в жизнь. Алена Андрюшина – инициатор проекта «Кухня добра». Будет проходить с хозяевами наших кафе, предварительно договариваться с ними буду. Постараюсь убедить, как можно больше выделить, как предварительная схема получки для питания, скажем так, малообеспеченных. Пока так. На данный период это как подготовительный. Еще один проект, идея которого сегодня обсуждаема на всех уровнях. Работал я в администрации города Алекминска. И в прошлом году знал, что были выделены средства на отлов бездомных собак в размере 1,5 миллиона. Но, к сожалению, у нас 3, по-моему, приходили людей, которые хотели бы заняться, но, посмотрев на условия, послушав, они все отказывались. Деньги эти благополучно у нас вернулись обратно в республику. И в этом году снова были выделены деньги, но уже из бюджета именно городского. Сергей Евгеньевич заложил, и мы начали снова искать людей, и никого, в общем-то, не нашлось. Мы сидели, думали, что делать, и я принял решение, что мне, во-первых, это интересно. Символично, но эту песню исполняют ребята вожатского отряда «Альтаир». Будущее за ними. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сегодня вступили в силу несколько важных законов и правил. Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам проиндексированы выше уровня инфляции на 8,6%. Закон будет иметь обратную силу, пенсии пересчитают с начала года. С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. Также с 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2000 рублей.
Кроме того, Минздравом России утвержден новый порядок выдачи медицинских справок тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия. Отчет правительства Якутии прошел в формате видеоконференции в районном центре поселке Усть-Мая. Какие вопросы волнуют устьмайцев, об этом в следующем материале. Руководитель группы Андрей Тарасенко приветствовал устьмайцев, сказал, что Усть-Майский район – это один из промышленных районов нашей республики, где основное место занимает золотодобыча. Он отметил, что в продолжающихся условиях пандемии работа правительства республики в 2021 году была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. С отчетом о деятельности исполнительных органов власти республики выступила заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Татьяна Пяткина. В видеоконференции приняли участие и жители Усть-Майи, Петропавловска, Ижанцев и Кюбцев. К сожалению, в большинстве населенных пунктов Усть-Майского района качество связи не позволяло присоединиться к слушанию и обсуждению отчета. Но свои вопросы и пожелания они озвучили через своих депутатов, которые находились в конференц-зале. Было задано достаточно большое количество вопросов, касаемые жизнедеятельности населения района, фактически по всем сферам жизнедеятельности. В большей части вопросы были заданы по развитию коммунального хозяйства, соответственно, строительства социальных объектов. У большей части населения района вопросы касались оптоволоконной связи. Так, в Кюбцах, Альдикане и всех горняцких поселках жители предприятия и школы страдают от отсутствия интернета. Хотя в прошлогоднем отчете правительства ВОЛС была обещана, но до сих пор эта проблема не исполнена. Справедливости ради видны усилия правительства, предпринимаемых в самых востребованных направлениях. Это и благоустройство, ввод новых объектов, защита населения, модернизация сферы здравоохранения, социальная поддержка, реализация национальных проектов, развитие промышленности и другое. На многие вопросы, которые задали правительству, ответил глава района. По некоторым премьер дал задания министерствам и ведомствам. По каждому вопросу руководители дали исчерпывающие ответы. Усть-майцы оценили работу исполнительных органов власти Республики Саха-Якутия на хорошо. Андрей Тарасенко поблагодарил усть-майцев за высокую оценку деятельности правительства. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усть-Мая. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.